А сейчас самое интересное. Значит, хотел маленькую лодку сделать. Старый материал. Старый. Смотри, серьезно. Я, конечно, сторонник с новых досок все делать. Для новой лодки надо новое весло. Это с какой длины у нас весло-то? 2,50. Да, продавцам отдали. Да. Но бумажку-то можете забрать потом себе. Ну я тоже должен вклад нести. Ну наконец-то доски, бруски и все остальное деревянный материал для лодки привезли. Один минус: абсолютно сырого дерева сделано. То бишь месяц надо подсушить. Абсолютные лючева. Поэтому сделаем прокладки и на подсушку ставим. Это вторая. Так, это третья. Четвертая. Ну, месяц прошел. Как у вас тут с сушкой? Ну что, доски дошли до кондиции. Пересушивать их крайне вредно, потому что если засохнут 100% и, не дай бог, с небольшим вывертом замучаешься их выправлять, поэтому пора делать. Сентябрьский дождик у нас то мочит, то капает, то просто бусит. Ну, хорошо, хорошо. Солнце тоже иногда выходит на 5 минут. Ну, вывод один. Лодку будем делать в гараже. По материалам. Самый большой плюс: заказал оцинкованную жесть для лодки. Какой длины мне надо? Для озерной лодки 4,5 метра. Мне 4,5 метра и привезли. При заказе материалов особым условием поставил, чтобы в моих досках не было середины дерева и баллони. Эх, накометская жилка у него явно взяла вверх. Середину мне втюхил. Эта середина будет отколупываться, высохнет, намокнет, высохнет, намокнет. Будет эти самые трещины пойдут, и будет стараться вот эта часть вывалиться. Основной минус: редиска втюхал мне баллон, блин, она уже сейчас, когда доска была сырая привезена, сильно не было заметно, а подсохла, вон видно, а баллон-то уже сейчас гниет, бляха-муха. На конце доски, когда начали сушку, появилась трещина, это достаточно распространенная. Здесь у меня будет граница лодки. От этой до сюда 20 сантиметров. И такой остроты будет у меня нос. Ну, начало есть. Общий размер лодки зависит от того, для чего она предназначена. Данная лодка, во-первых, для 2 мужиков нормальных и небольшого груза. Ну, длину основной доски сделаем 356 сантиметров. Гнилая баллонь, в принципе, отсекется. Yes. Когда делаешь озерную лодку, всегда выбираешь что-то среднее, чтобы она была жесткая и достаточно легкую. Ну, килевую доску в большинстве случаев стал делать 22-24. Делаем мегр. Мегр по-русски вроде шпангоут. Во-первых, наклон бокового мегра будет примерно такой. Так как с возрастом равновесие в организме не прибавляется, оставляем нижнюю часть горизонтальную 80 сантиметров. Так, немножко неровно. Нижнюю и боковую часть мегеров соединяю внахлёст. Серединную часть нижнего мегера посередине оставляю 51 сантиметр прямой. А тут я делаю скос. Так что у меня скорость достаточно хорошая будет, надеюсь. Вот эту часть немножко уберу. Это мы сделаем шойчик моос. Отдыхаете. Ну,
Пойдет. Длину вертикального мегера делаю 37 сантиметров. А для жесткости конструкции сюда мы загоним болтики. О, жесткость капитальная. Это мне будет носик. Наклон нужен, чтобы, если я на веслах 100 км в час дам, чтобы волны не захлестывали лодку. Так, одна сторона готова. Ну, делаем другую. Пять минут перекур. Интересно, какая завтра погода будет? Тучи с такой скоростью небо закрывает. Такой работы, блин, талия стала появляться. Что дальше будет? Мама мия. Зафиксируем нос. С утра дождик моросит. Ну ладно, нам пофиг. Укреплять, делать жесткость болтами. Сейчас обвод сделаем более правильный. Болт шестерка достаточно капитально зажал. Но наступила пора драить боковые доски. Стандарт обычный, 2 сантиметра, 20 миллиметров. Продраем и получается 1,8 где-то. Она придает достаточную жесткость и достаточную легкость. Доски для строительства лодки стандартно берут из елки. Один минус, не сильно большой. Сучки достаточно частые. Но в принципе вот такие сучки это ерунда. А вот такой сучок, блин, он уже вон с корой. То бишь высохнет и выскочит. Один плюс. Это у меня в конце. Если даже и выскочит, большую роль не сыграет. Ну что, Валерий Батькович, я до досок боковых дошел на лодке. Твоя помощь сейчас понадобится. А сейчас самое интересное. Помнишь, мы разговаривали, когда стандартно строят лодки, то бишь жесть, а потом сверху доску прибивает. Когда лодку хранят, практически всегда на улице. Стандартное хранение озерных лодок в лесу – это вверх ногами. Минус вот такого дела один. Вода, снег попадает, и вот эта часть гниет. Поэтому тут что-то надо интересно придумать, что-то другое. Решил это немножко нестандартно. Жесть делать сверху. То бишь я собираю каркас деревянный, а потом сверху жесть загибаю. Поэтому для доски в мегере сделал вырез. Ну, давай. Маленькая хитрость. Если в таком виде боковые доски забивать, когда центральная доска лежит горизонтально, центральная так и загнется, горб будет вверху. Замучайся ездить, она и скорость упадет, и вообще пакость какая-то будет. Поэтому подкладываю подставки, а в середину груз. Раньше использовал гири, давно не использую, бог знает где они. Ну и с добавочным грузом ведра с водой будет. Все, пришпиливаем. Ну, держи примерно на уровне. Так, ну что, бантиком завязать. Я когда-то пробовал учиться морские узлы вязать. Хреновый ученик с меня. Ни один не запомнил. Это надо просто практика. Я тоже удавки всякие там разные, несколько, двое запомнил, черта с два. Один бантик только помню. Ну что, первые очертания. Сейчас вот так, наверное, да? Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Привет. Как ваше здоровье? Не дождешься. Здравствуйте. Ну как вид? Лодки. Уже ближе. А то Анатолий Батькович 2 дня ходил, все гадал, что я делаю. Сереж, ну, я знаю, что ты рукодельник-то не хуёвый. Нет, так красиво выглядит. Это узловое слово. Когда красиво, значит целесообразно. Да. То, что надо. То, что я смотрю, уже живот-то спал. Ну, ясное дело, 2 дня работы и все, живота нету. У меня Лариса Батьковна запаниковала. Раньше гордилась, животик, значит, хорошо кормит. Ага. А тут, блин, с голоду, что ли, тут загибаться начал. Я говорю, работай, лодку делай. Нет. Так, ну что, потихоньку, потрескивай.
Резко нельзя, сломается еще диск. Здравствуйте. Здравствуйте, Кто это у Светлана нас? Ивановна. Васильевич каждый день что-то тут мастерит, а он лодку делает. Фу. Около двери удобнее, там свободнее, поэтому сейчас лодку развернем. Здравствуйте. Здравствуйте. Поднос так подсунули, сейчас груз. Осталось закрепить последнюю доску. Ну, сверхосторожно надо быть. Потом на последней доске треснет. Ты поосторожнее, а то слова материализуются могут. Сейчас потихоньку. Вот это потрескивает, наверное, это Вся конструкция. приспосабливается. Ну, на сегодня последний штрих. Примеряем заднее, то бишь основное сиденье. Второе сиденье делают, если 2 человека будут работать. Доски снизу убрали. Ну, сейчас будем антисептиком обрабатывать. Для техники безопасности создали сквозняк. Сегодня слегка прохладно, плюс 2 градуса. Добавим одежки. Из простых брусков делать ручки, за которые таскать, ломается первый сорт. Делаем из черемухи. Так, 2 руки влезут, пойдет. О, класс. Ну что, пора приступать к жести. Потом крепим жесть к центральной доске лодки. Смотри, я таким путем пошел. Значит, сначала работаю на этой половине, это во вторую очередь. Среднюю доску зафиксировал на жесть. Сейчас, то есть, жесть можно спокойно крутить. Как всегда, вот здесь зафиксирую, там зафиксирую, чтобы боковины, а потом с носа начну. Волну гнать, это самое, рано или поздно сойдутся, там будет изгиб, надо будет изгибать. Так как жестью удобнее работать около входа, Может и снеги. Снегиря голодал, в поселок залетел. Я нос подыму, ты под нос поднимешь. Сначала обозначаем направление загиба. И сейчас нос делаем. Ну, сначала герметик. Так, наверное, сразу отрежу. Так, до конца строительства лодки уже мало осталось. Вот эти загибы сделаем все окей. Нас острый носик. Здесь загибом. Вода не проникает.
Два загиба, нормально. Эти загибы потом петлей сбацаем. Так, возьми сюда. В принципе, получился вот такой загиб. Так, началась самая нужная и тяжелая часть нашей работы – это уборка. Ну что-то жизнь пошла. Когда ориентировался на покупку краски, на зеленое пятно среагировал. Ай, а сиреневый цвет имеет, кошмар. Так, до магазина 200 метров идти, да ну нафиг, я уже сиреневый цвет и покрашу. А магазин написал, точно ведь сиреневый. Да, начинаю понимать, почему женщины не стараются мужчин посылать в магазин, а сами ходят. Ай, увидел пятно, думал, темно-коричневое для пола. Посмотрел, больно красное. Прочитал, вишня. Великие художники случаются не тогда, когда они талантливо что-то рисуют, а из-за того, что неудачно в магазин за красками сходили. Ну, конец работе.